Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 3 десятилетия гуманности, 30 лет миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии. Есть шанс получить копию. Историк Станислав Лакоба рассказал об истории спасения архива Нестора Лакоба. К Международному дню сельских женщин мероприятие от продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и ООН «Женщины». 3 десятилетия гуманности, 30 лет исполнилась миссия Международного комитета Красного Креста в Абхазии. За эти годы организацией реализованы десятки гуманитарных программ, охвативших десятки тысяч жителей нашей страны. Медицинская, гуманитарная, продовольственная помощь, а главное – большая работа по поиску пропавших без вести в Отечественной войне народа Абхазии. Обо всех промежуточных итогах, которые подводили сотрудники в присутствии гостей, расскажет моя коллега Элеонора Гилаян. По сути, история МККК – это история развития гуманитарной деятельности длиной в 159 лет. Со времени основания МККК в 1863 году единственная цель организации – предоставление защиты и помощи жертвам вооруженных конфликтов и внутренних беспорядков. В Абхазию Красный Крест, что логично, пришел в 1992 году. 30 лет – это много. Но я не буду рассказывать вам, что мы сделали в это время. Именно поэтому мы здесь вместе. Это чтобы слышать вас и чтобы люди, которые жили эту историю, можете рассказывать нам со своего личного опыта, что это, чем мы занимались МККК в течение этих 30 лет. Завершая свою речь, Натан Рейс представил нового главу миссии в нашей республике. Им стал бразилец Родриго де Резенда. За неделю в Абхазии новый руководитель уже успел познакомиться с главами ведомств, с которыми у миссии ведется коллективная работа. Я здесь всего неделю, но я уже вижу силу этой команды и уважение к ней в Абхазии. Я очень рад быть с вами в этот праздничный день. Заместитель руководителя миссии Комитета Красного Креста в Абхазии Борис Казанба и сотрудники рассказали о различных направлениях работы МККК. Всех их объединяет гуманитарный характер. Число человек, получавших помощь от комитета в первые годы работы, достигало 50 тысяч. Для наиболее уязвимого населения Международный комитет Красного Креста организовал программу бесплатных столовых, где 10 тысяч человек ежедневно получали готовую горячую пищу. Все 30 лет сотрудники Красного Креста оказывали помощь тем, кто больше всего в этом нуждается. Это и люди с инвалидностью, в частности, нуждающиеся в протезах и ортезах. Отделение технической ортопедии Республиканского реабилитационного центра в Гагре изготавливает протезы и ортезы с 1995 года по гуманитарной программе Международного комитета Красного Креста. Технология изготовления протезов также была предложена МККК. Все пациенты, независимо от социального статуса и ситуации, в результате которой человек получил инвалидность, обеспечиваются протезами бесплатно. Я говорил в шутку, повторю всерьез. Среди всех международных организаций, которые, а их было очень много, которые работали и работают в Абхазии, золотая медаль, безусловно, Международному комитету Красного Креста. Потому что именно они, эта организация, появилась здесь, в Абхазии. Ну, скажу сразу, определенное недоверие было. Я думаю, Виолен Доньи пришлось пережить немало тяжелых моментов. Первое – вот открытие ортопедической мастерской. Ну, потому что для нас это, конечно, вот эти культяшки деревянные, которые вначале были у ребят, это, они добавляли страдания просто. Физического страдания к тому моральному, которое было у ребят. И появление этого центра позволило оперативно решать очень много и снимать очень многие моменты. Но самым большим и сложным, как эмоционально, так и технически направлением работы МККК остается поиск пропавших без вести. Существовала еще политическая сторона, на которую пойти руководство страны фактически не могло. Их надо было понять, потому что народ мог бы это не поддержать. Но
именно матери Абхазии говорили всегда на всех уровнях, что здесь должен быть все-таки человеческий фактор, гуманный фактор. И правительство, тогдашнее правительство, нынешнее руководство сейчас в лице Александра Золотинсковича, он тогда был президентом, и премьер-министром был Леонид Иванович Лакербаев, поддержали эту инициативу. И слава Богу, и народ это понял, потому что нету важнее того, чтобы найти своего близкого, своего родного человека. А каждый из них был дорог нашему народу, нашему государству, потому что они отстояли нашу свободу и независимость. И вот констатация такая, что 44 человека, вы представляете, были возвращены семьям. В своей работе МККК пропагандирует и укрепляет гуманитарное право и универсальные принципы гуманности. Красный Крест прилагает все усилия к тому, чтобы предотвратить страдания людей. Борис Казанбе рассказал о работе, связанной с обеспечением достойных условий для заключенных ИВС. Напомнил о медицинской программе, которая действовала до 2007 года и позволяла оснащать необходимым больницы страны. Помогал МККК и с оборудованием для переливания крови. В пандемию Красный Крест также проявил заботу о населении. Вместе с тем, в период пандемии также 4 раза Международный комитет Красного Креста при сотрудничестве с властями, местными неправительственными организациями, он оказал помощь продуктами питания и средствами гигиены более чем 500 человек преклонного возраста. Критерий был 70 и старше. И эта раздача проводилась 4 раза из расчета 4 месяца на каждый раз. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик в той или иной степени все годы наблюдал и освещал работу миссии. По его словам, главное, что за каждой гуманитарной программой организации стоит личность, получившая помощь. И в Абхазии их десятки тысяч. Вот когда вы здесь называли цифры, конечно, это очень многое значит. Если это умножить на 30 лет, кого вы кормили конкретно в столовой, кому продовольственный пакет готовили, разносили, кто приходил, сам забирал, а кому вы относили по домам. Вот это во время войны, после войны, вот эти блокадные 5 лет, что значит вот судьба одного человека, когда он вот это приготовил горячую пищу, и его состояние, вот и все проблемы, которые... Ему казалось, что он в один миг, в один час, все проблемы для него разрешены. Что это значит? Вот вовремя поддержать нуждающегося человека. Вот от имени вот этих всех людей, до которого вы дошли, оказали конкретную помощь, спасибо вот за вашу работу. Вот уже 17 лет лекции и семинары по международному гуманитарному праву студентам исторического и юридического факультета ВАГУ читает Инна Кварча. Эта тема стала очень близка мне, и даже свою дипломную работу я посвятила именно этой теме. И благодаря нашему комитету я смогла получить дополнительные знания на Международном летнем университете, что в дальнейшем позволило уже на протяжении 17 лет распространять знания по международному гуманитарному праву в рамках Абхазского государственного университета между факультетами историческим и юридическим. Я хочу сказать, что за эти года уже почти под 400 человек у нас прошли эти тренинги. Отдельно МККК озадачились подготовкой в Абхазии специалистов по экспертизе останков. Теперь такие эксперты, объединившиеся в неправительственную организацию «Бридж», способны самостоятельно провести эксгумацию, а затем и лабораторный анализ. Сегодня для поиска пропавших без вести Абхазии не нужны приглашенные специалисты. На протяжении 5 лет, до 2022 года, мы проходили различные тренинги, работали с различными приглашенными экспертами из-за рубежа и получили огромный багаж знаний, который мы используем на сегодняшний день. В 2022 году при поддержке Международного комитета Красного Креста мы зарегистрировали свою организацию. МККК в Абхазии за 30 лет по праву заслужил и оправдал репутацию нейтральной, независимой, беспристрастной и, конечно, исключительно гуманитарной организации. Элеонора Гилаян, Сасрыкуагуха, Абаза ТВ.
После выпуска новостей смотрите на База ТВ телефильм, подготовленный специально к 30-летию миссии МККК в Абхазии. Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Будба провел встречу с новым руководителем офиса миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии Родриго де Резенде, сообщает пресс-служба МВД. На встрече обсуждались вопросы пенитенциарной системы МВД. Родриго де Резенде отметил, что миссия и дальше готова к взаимодействию с Министерством внутренних дел Абхазии. В парламенте состоялось расширенное заседание Комитета Народного собрания парламента Республики Абхазия по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Председатель контрольной палаты Республики Абхазия Роберт Аршба представил депутатам проект бюджетной сметы на содержание контрольной палаты на 2023 год. По итогам обсуждения комитетом было принято решение вынести данный вопрос на рассмотрение заседания сессии Народного собрания парламента Республики Абхазия для принятия. МИД сообщает, перспективы возобновления работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал 17 октября обсудили министр иностранных дел Инал Ардзенба с послом Российской Федерации в Абхазии Михаилом Шургалиным. В соответствии с поручением президента МИД прорабатывает возможность возобновления деятельности в формате МПРИ. Абхазская и российская стороны подтвердили заинтересованность в возобновлении работы данного формата, деятельность которого будет способствовать снижению напряженности и укреплению безопасности на местах. Идет процесс согласования позиций всех участников переговорного процесса. Назначение МИД Виктория Малания назначена официальным представителем Министерства иностранных дел Абхазии. Малания работает в МИД с 2016 года, является членом Совета молодых дипломатов при МИДе. Владимир Ачба назначен на должность руководителя аппарата МИД, а финалистка конкурса молодых управленцев гордости Абхазии Милана Цвижба назначена координатором медиацентра МИД Абхазии. Посол по особым поручениям МИД Абхазии Витто Гритани стал героем репортажа Центрального канала итальянского телевидения. Он рассказал о своем участии в качестве наблюдателя от Абхазии в референдуме в Донецкой Народной Республике. За перевод репортажа с итальянского благодарим посла по особым поручениям МИД Республики Кана Таня, который возглавлял делегацию наблюдателей из Абхазии в ДНР. Этот нелепый референдум назвали фарсом. Для удостоверения прозрачности Путин пригласил международных наблюдателей, среди которых были и итальянцы. Кто эти итальянцы, которые были наблюдателями? Давайте смотреть. Ucraina al via il referendum nelle aree occupate per l'annessione a Mosca, Kiev, una farsa. Да, ребята, жирным ставлю, да. Di fronte alle critiche internazionali, l'autoproclamata Repubblica di Donetsk dichiara che 130 cosiddetti osservatori stranieri vigilano sulle operazioni elettorali. Нас пригласили из ЦИКов Донецкой и Луганской республик, естественно, официальным письмом. Я представляю Республику Абхазия, поэтому имею некоторые контакты с упомянутыми выше республиками. Я уже был в Крыму в 2014 году, а сейчас я принял приглашение посла по особым поручениям МИД Абхазии, который был главой итальянской делегации, состоявшей из 13 человек разных профессий – журналистов, политиков, предпринимателей. Я посол по особым поручениям этого государства, и я забочусь о наших гражданах, которые живут в странах Европейского Союза. Я не являюсь послом в Италии, так как она пока еще нас не признает. Мы не оккупированы русскими, как об этом говорят на Западе, и Донецк и Луганск тоже русскими не оккупированы. Portavano l'urna fuori, facevano votare e dopo, quando si calmava la situazione,
Избирательные участки были как внутри зданий, так и 2 участка, которые я видел, были снаружи. Опасаясь нападений со стороны Украины, они периодически выносили урну в разные места и давали возможность голосовать. А потом, когда ситуация успокаивалась, возвращали ее в здание на стационарный избирательный участок. Также было поквартирное голосование. Мы не видели ни одного человека с оружием, который заставлял бы силой людей голосовать. Этот референдум — это помощь жителям республики и областей, которые хотели свободы. Есть те, кто говорил об аннексии, потому что этот термин используется в западных СМИ. Но аннексия делается силой, а то, что мы видели, не было сделано силой. Поступают грузы в ДНР от Единого штаба помощи Донбассу в Абхазии. На сегодняшний день это одежда, обувь, продукты для беженцев и вынужденных переселенцев. Помощь передана волонтерским группам в городах Арциск и Иловайск, а также общественной организации детей-инвалидов и семей инвалидов «Шаг навстречу» города Донецка, куда входит около 50 семей. Об этом сообщает руководитель Единого штаба, член Общественной палаты Абхазии Вадим Мироненко. На днях пользователь социальной сети Facebook Дима Акуци опубликовал на своей странице информацию о местонахождении архива Нестора Лакоба. Это Гуверовский институт Стэнфордского университета США. Об этом ранее писал в своей работе «Большой террор в Абхазии», вышедший в 2017 году историк Станислав Лакоба. По его словам, ценность сообщения Акуци состоит в том, что им найдены и даны ссылки на описание архива. То есть теперь мы знаем о том, что именно содержится в богатейшем архиве. Раньше такой информации не было, хотя самому историку посчастливилось поработать с частью архива. Это было в 80-х годах 20 века, когда начинал свою работу историко-мемориальный музей Нестора Лакоба. Он ездил в Батуми к Шурину Нестора, Мусте Джихаглы, у которого на тот момент находился архив. В интервью Абаза ТВ Станислав Лакоба рассказал об истории спасения архива в страшные годы репрессий, частичной работе с ним в Батуми, перспективах по получению копий ценнейшего материала, который сегодня находится в библиотеках университетов США. Визиту в Батуми предшествовали долгие переговоры. Вот как раз Законбей Миканба, он как бы его друг детства, однокурсник, Джихоглы Мусто. Да. И они, в общем-то, в итоге договорились. Он назначил день, когда могли бы мы приехать. И вот мы приехали, мы несколько дней были в Батуми. И, конечно, очень дозированно он давал материал и как-то все время расспрашивал. То, что говорит Людмила Владимировна, она права. Ну, человек, прошедший сквозь все, в общем, он, конечно, опасался. И дело в том, что когда он вернулся как раз из заключения и добился того, чтобы ему вернули эту квартиру Нестора Лакоба на 2-м этаже, это было сделано. Это было сделано, и он увидел, что архив не тронут. И он его расконсервировал. Но об этом здесь никто не знал, он никому не говорил. А потом через какое-то время он, говорит, что он вынужден был, потому что к нему не очень хорошо отнеслись здесь кое-кто. Он вынужден был уехать и забрал с собой весь этот архив. А архив большой, колоссальный архив. Как не тронули за это время? Не нашли. Очень хитро было спрятано. Смотрите интервью Станислава Лакоба о судьбе архива Нестора Лакоба. Есть шанс получить копии в нашем эфире после выпуска новостей. Новости ГТК Республики. Таможенники Абхазии и России обсудили актуальные вопросы таможенного контроля. Состоялась рабочая встреча должностных лиц Государственного таможенного комитета Абхазии, Краснодарской таможни Южного таможенного управления, представителей таможенной службы Российской Федерации в Абхазии, Абхазского таможенного поста ФТС России.
Обсуждались вопросы, связанные с итогами работы в период курортного сезона 2022, подготовкой к сезону перемещения в России цитрусовой продукции, произрастающей на территории Абхазии, совершением таможенных операций, проведением таможенного контроля в отношении сельскохозяйственной продукции, временным ввозом на территорию ЕАЭС транспортных средств для личного пользования и транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в Абхазии. Минздрав сообщает, мобильный диагностический комплекс клиники микрохирургии глаза доктора Шаталова возобновил работу в Абхазии с 17 октября. Российские медики примут пациентов в Цандрыпше, Гагре, Пицунде и Гудауте. Прием будет осуществляться с 9:00 до 17:00. В Цандрыпше 17 октября, в Гагре 18-19, в Пицунде 20 октября, в Гудауте с 21 по 23 октября. При себе жителям Абхазии необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Центр работает в республике с 27 сентября. В 2022 году в рамках реализации ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства одобрен 161 проект по таким направлениям, как животноводство, растениеводство, переработка фруктов, рыбоводство. Некоторые из этих проектов уже непосредственно воплощаются в жизнь, сообщил Апснепресс первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. По словам министра, программа успешно работает второй год. На развитие сельского хозяйства в бюджете 2022 года предусмотрено 100 миллионов рублей. К Международному дню сельских женщин продовольственные и сельскохозяйственные организации ООН и ООН «Женщины» в рамках совместного проекта «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции» провели 15 октября в бизнес-центре в Сухуми мероприятие. Подробности у Марианы Котовой. Международный день сельских женщин отмечается ежегодно 15 октября. Идея его проведения была предложена на 4-й Женевской конференции ООН в 1995 году в Пекине. И в 2007 году этот праздник был официально одобрен Генеральной Ассамблеей ООН. Все проблемы, которые обсуждались в рамках конференции, актуальны и для сегодняшней Абхазии. В Абхазии, так же, как и во всем мире, женщины играют ведущую роль в производстве продовольствия, в развитии стабильности сельских районов. Кроме того, что они заняты так в сельском хозяйстве, кроме того, они выполняют большинство работ по уходу за детьми, пожилыми людьми и больными. Но, к сожалению, несмотря на это, они не всегда имеют возможность защитить свое право на землю и получить доступ к таким жизненно важным услугам, как медицинское обслуживание, кредиты, образование. И поэтому их жизненный вклад в общественную жизнь во многом остается незаметным, невидимым. В ходе мероприятия представители офисов продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и ООН «Женщины» совместно с женщинами-представительницами различных сельских организаций провели презентации на такие темы, как проблемы сельского образования, воды и электроснабжения, помощь малоимущим семьям, детские и дошкольные учреждения в селах, а также изучение языка в детских садах Гальского района. Без знания русского языка было очень трудно, поскольку воспитателям, учителям, где в школах надо было научить русскому языку, не только литературе, не только математике и всему. Поэтому учителям было очень трудно. Они были и воспитателями, и нянечками, и переводчиками. И поэтому мы все-таки решили открыть детский садик. С открытием детского садика мы уже решили эту проблему, поскольку уже в детских садах дается знание русского языка. Нана Карози рассказала и о том, как жители села с помощью международных организаций решили проблему досуга молодежи. Наша инициативная группа, которую мы еще открыли в 2012-2012 года, мы с помощью организаций также открыли и Дом культуры, которым там уже занимаются молодежь и дети уже школьного возраста и старше. Там проходят уже и танцы, занятия рисованием, занятия разными предметами. Основная задача Международного дня сельских женщин – подчеркнуть роль и вклад женщины в сельском хозяйстве. Ведь от благополучия одной единственной женщины может зависеть судьба страны. Если же проблема здоровья, образования, занятости и карьерного роста будет решена у максимального числа сельских женщин, то это самым благоприятным образом скажется на развитии общества в целом. Обеспечивая свою семью, она какую-то уже проблему решает своего села.
проблемы, решенные в селе, уже само собой, уже решенные всего туда государства. Так что, мне кажется, если женщины будут заняты, если они смогут обеспечивать свою семью, мне кажется, и развитие всего села и всего сельского населения, конечно, будет в лучшую сторону. Женщины играют ключевую роль в сельском хозяйстве, поскольку они несут ответственность за производство от 60 до 80% продуктов питания во всем мире. Именно поэтому абхазским женщинам в сельском хозяйстве помогают в рамках специальных программ. У нас сейчас проходит программа, которая совместно с сельскохозяйственной программой ООН «Расширение экономической возможностей сельских женщин». И эта программа заключается в создании фермерских школ. Мы помогаем женщинам в сельской местности осваивать новые, так сказать, новые технологии производства сельскохозяйственной продукции. И кроме этого мы просвещаем женщин, как улучшить свои права, как защищать свои права, как улучшить свое положение в обществе, мы обучаем их женскому лидерству, политическому участию. В настоящее время у нас 19 таких сельских фермерских школ, в которых в среднем получают знания от 20 до 25 женщин. В конце мероприятия всем участникам раздали памятные подарки совместно со структурой ООН «Женщины» и швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству продовольственной сельскохозяйственной организации ООН продолжает цикл мероприятий, направленный на поддержку женщин-фермеров в производстве домашней молочной продукции и расширении их экономических возможностей. Марьяна Котова, Абаза ТВ. Спорт. Даниил Харчелава стал победителем всероссийского турнира по вольной борьбе среди мужчин памяти мастера спорта СССР, выдающегося смоленского тренера, одного из основателей местной борцовской школы Леонида Алексеюка в Смоленске. Абхазский спортсмен выступил в весовой категории до 65 килограммов и представлял Калининградскую область, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. Даниил тренируется и учится в Калининграде в школе Олимпийского резерва под руководством тренеров Виктора и Валерия Хаджаевых. Является воспитанником тренера Размика Алабяна. А Баграт Пандаря стал победителем всероссийских соревнований по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет памяти мастера спорта СССР Шамиля Невреддинова. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 26 регионов России. Абхазский спортсмен выступал в весовой категории до 70 килограммов и представлял Московскую область. Баграт Пандаря является воспитанником тренера Тимура Джопо. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 18 октября, в Абхазии переменная облачность. Ночью местами возможен слабый дождь, днем без существенных осадков. Атмосферное давление повышенное, температура воздуха ночью 12-17, днем 17-22. Температура морской воды 21 градус, волнение морской воды слабое, умеренное. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.